Керамика, потому что это просто красиво. Мы сделали примерно 1 000 000 штук за 20 лет. Народу нравится. Я люблю реализм. Человек – сложное существо. Природа все-таки более идеальна. Пейзаж, он вообще настолько... Можно уткнуться носом в землю и писать. Можно уткнуться... Это не важно. То есть главное, что ты хочешь сказать этим. Если есть какие-то другие заработки, то можно не идти на поводу вот какой-то публики, а быть самим собой. Пусть скромным, но самим собой. Самое яркое впечатление, открытие для меня до сих пор является вот это космической такой вспышкой, ядерной вспышкой. Открытие вдруг... Я в детском саду рисовал деревья. Кстати, у меня рисунок здесь есть, детского сада этот даже. У меня там характер березка, там рябинка. Я хорошо рисовал в детском саду. Я помню, отправляли мои рисуночки там на конкурсы. И тут я так сижу, и тут меня так осенило, я полетел в небеса, все открылось, я понял, что, оказывается, у деревьев есть тени. И я нарисовал тени. Дети не рисуют тени обычно. Детский сад только 6 лет, там, 5 лет, 6, не помню. Не рисуйте. Я нарисовал тени, и сразу появился свет, пространство, весна. В 6 классе пошел в изо-студию и понял. В 7 понял, что с дороги уже ноги никуда не пойдут. Хотя маме говорил, что да зачем это какой я художник, там, зачем, там 1000 лет ей благодарен. До сих пор. Вот. И с 6 класса уже чувствую, что с этих рельс, так сказать, не свернешь. Мы учились в одно время с Олегом в институте, только на разных факультетах, отделениях разных. И я никогда не думал, что он занимается пейзажем. Я, допустим, поступал 5 раз. Некоторые поступали 7. Некоторые тоже 5 раз. Многие много раз поступали, но мы, так сказать, не были детьми художников и не были приближенными к этой истории. Но дело не в этом. Почему керамика? Потому что очень широкий спектр. Хотелось и руками поработать, и там и скульптура была, и живопись была много. Это максимальное отделение, на мой взгляд. Керамика, потому что это просто красиво. Это прекрасно, на мой взгляд. Керамика стекла, кстати. Я и дуть умею, даже дуть. На стеклозаводе Нёман я дул даже стекло, и резал его, и горшки, там, обжиг. Все это технология, все нам известна. Я делал творческие работы, но времена настали довольно тяжелые. Семья, дети. Можно было уйти в живопись. Я продавал, кстати, много акварелей. Я акварелью занимаюсь. И занимался акварелью в те времена. Представляете, вот так вот 2 акварельки шлепнешь, Минск, пейзажик Минска, отнесешь, их сразу купили. Опять 2 шлепнешь. И это уже настолько тебя... то есть, да, деньги были, детей кормили, там, то все. У меня 2 детей и 3 жен. Потом, в конце концов, потому что я человек с образованием, с руками, я вышел на уровень сувенира, который, в конце концов, дал мне какие-то деньги, дал мне какую-то свободу относительную. Но, тем не менее, сувенирным бизнесом я зарабатываю на жизнь. В свое время для нас работа в мастерской и то, что Олег Иванович создал, собственно, такое место, было очень важным таким жизненным этапом, потому что мы, как правило, девочки, которые приехали в столицу из маленьких городов, у нас особо здесь не было таких прав, там привилегий, да, нам приходилось, тем более, когда ты имеешь в Беларуси художественное образование, это не всегда, естественно, прибыльное, да, такое, на тот момент совсем такой работы не было. Вот, и, значит, для нас эта мастерская, она была в целом таким вот важным поддержанием в жизни, учитывая тот факт, что такие
взаимоотношения очень близкие, то, что мы могли всегда договариваться, то, что мы могли это совмещать, к примеру, с какой-то еще там работой, то, что нам давало как раз-таки возможность этого пути становления. Почему, собственно, все девочки и ушли в собственное плавание, потому что параллельно вот этой работе мы могли заниматься еще собственной реализацией, и это очень нам помогало. Он много людей привел, в том числе мою жену. Она на него работала лет 30. Так что теперь уже живем 13 лет вместе. Это было очень даже шумно. Он пришел со своей бригадой керамистов молодых после училища. Конечно, это были и посиделки. Каждую пятницу глинтвейн был. То есть это было шумно и весело. Девчонки все были классные. Умели организовать такую атмосферу, поэтому все было здорово. До этого у меня был напарник, вот Илларионов Сергей Гончар. Мы целый день сидели там, каждый в своей комнате. Сходились только на чай и водку. А тут совсем другая атмосфера появилась. Было весело. Я посчитал, сколько я за всю жизнь сделала моя мастерская, скажем так. Ну, мы работаем не я один, а группой работаем. Мы сделали примерно 1 000 000 штук за 20 лет. Больше, чем 20 лет. Представь себе, ну, это каждого посчитать, 1 000 000. Значит, если мне хотя бы $1 с этого отламывался, то что неужели я заработал $1 000 000 за 20 лет бизнеса? Ну, куда-то все это уходит, наверное. А что такое запустить одну вещь? Представляете, ее надо сделать сначала, потом пойти продать, а она не пошла. Понимаете? А вот не продается и все. А вот это продается. Понимаете, вот как найти вот этот вот интересный ход для человека, который заинтересует что-то, допустим. Идеальной формы не бывает. Бывают только идеальные мысли. Нет, на самом деле, вещи, которые бы ты сделал, ее не продал, кто-нибудь не купил. Это, как ни странно, факт. Ну, могут купить 1, а могут купить 1000, а могут купить 10 000. Допустим, магнитики популярны, народу нравится. Честно говоря, я не могу его оценить как керамиста, да, или как вот бизнесмена. Да. Ну, мне кажется, он больше художник, не бизнесмен. И для него это, ну, он решает вот эти вот какие-то задачи там, с людьми, вот эти вот отношения вынужденно. Потому что, ну, никуда не денешься, раз уж втянулся, это надо было открывать какое-то там предприятие свое, регистрироваться, да, ну, и отсюда все эти проблемы, которые тянутся. Мне кажется, он не бизнесмен совсем. Потому что, наверное, это невозможно все-таки. Или, конечно, он крадет время, как у пейзажиста у себя крадет. Мне жалко даже бывает. Он умеет как бы организовать процесс, работу. Что мне вот абсолютно не свойственно. Я просто художник, а он как-то вот умеет совмещать в себе все это. Он и художник, и организатор, и вот этот весь процесс. Ну, у него, конечно, жизненной силы море. Вы, наверное, почувствовали. Из него эта энергия прет до сих пор. Многие уже так сгасли, а у этого пока еще все нормально. Поэтому, и, в общем-то, у него и бизнес идет так. Не знаю сейчас, насколько успешно, думаю, нормально. Потому что навыки, это же у него десятилетиями керамика вся. И всегда он работал с другими людьми, и всегда умел организовать процесс, переехать из одной мастерской в другую, если что-то пошло не так. А это большие затраты. Вот мы сейчас ликвидировали мастерскую, это сколько мы там оборудование попилили, на металлолом вывезли. Это жуткий процесс. Я вот не согласен повторить вот этот опыт. А у него это, наверное, уже 3-я или 4-я мастерская. Так что это вот нужно иметь определенный склад ума, вот, чтобы вот так вот все это сделать. Я с ним очень много путешествовал по Золотому кольцу, там, где вот он как-то распространяет культуру, так сказать, белорусскую, то есть он производит здесь какие-то сувениры там и так далее, и потом все это разводит по России, и там очень много художников. Вот мы сколько ездили, да, в каждом городе, вот
в этом золотом кольце, так сказать, да, там вот свои дружбы у Олега там, и так далее. И вот, а я с ним постольку не один раз ездил, то есть с одной стороны помогал, а с другой стороны просто очень здорово. Это просто вот проехаться, такое путешествие. Вот. И, в общем, конечно, Олег в этом смысле, ну, он такой, как человек, который объединяет. Керамисты, они вот этих вот котов, собак, они вот очень любят делать. Вот, ну и Олег тоже отметился. И я так думаю, что это как раз вот это, ну, памятник воздвиг себе такой, правда, рукотворный, ну и так далее. То есть, ну, это опять из области шуток, конечно. Вот, но, кстати, это ж не только в Плесе кот есть, там и в Крыму есть. То есть, вот мне кажется, он следит так, да, отмечает. Если он, не он, то, ну, вот если там нет Олега, то есть кот. Кошка, она прям прогремела, потому что, правда, ее там очень любят. Ее, правда, к сожалению, неоднократно пытались варвары что-то с ней сделать, но, слава богу, как бы все восстанавливается, все возвращается как бы на место. И, насколько я слышала отзывы, люди очень любят, и все, кто приезжают, туристы, все так с воодушевлением относятся к этому, так скажем, памятнику. Всю жизнь как-то стремился к живописи, как бы вот к этому. В керамике я реализуюсь как бы так материально больше, а живопись, она заставляет тебя идти путем познания философско-интеллектуальным, скажем так. Как бы познание через это, что ты вообще понимаешь о мире, как ты вообще воспринимаешь вообще историю искусства. Я люблю реализм, скажем так. А реализм, он не в то, что там фотореализм, понимаете, а реализм, он этот кристалл преломления каких-то очень многих чувств твоих. Встретились как-то случайно, и спустя уже много лет после института, и он видел мои работы, я его пока ничего не видел, потом показал какой-то альбомчик акварелей своих. Ну, я смотрю, прилично очень. И собрались и как-то поехали на этюды вместе. Тем более он прекрасный водитель и едет по бездорожью, сколько мы проехали с ним уже и по лесам, по полям, по таким местам, где трудно вообще проехать. И толкали даже машину, этот автобус его. Там такие застревали много где. Поэтому с ним вообще отлично путешествовать. Как-то у него вот все готово, да, вот на всякий случай вот предусмотрено. Я говорю, что вплоть до того, что там где-то ножичек какой-то, где-то чего-то, где-то вот палаточка, ну так вот. Но это опять, это мне кажется, потому что это опыт. Ты можешь ложиться сзади спокойно, засыпать там и проснуться там где-нибудь в Чехии, да, и проснуться уже в Беларуси. Там, через всю Польшу проехать. То есть он такой очень ответственный и очень дисциплинированный. Поживший на Земле, я понял, что человек, в общем-то, человек сложное существо. И природа все-таки более идеальна, она более гармонична. Хотя я очень люблю портрет рисовать, писать. Но вот в последнее время как-то не удается. Мне не вдохновляет. Красота вдохновляет женская, конечно. Но вот в полной мере, допустим, портрет, как раньше вдохновлялись, допустим, люди, Микеланджело, там, Леонардо, там, и дальше пошли, когда вдохновлялись человеком, то мне ближе пейзаж. Я, наверное, больше лирик-индивидуалист, чем оптимист-патриотист, скажем так. Мне больше нравится изображать то, что меня поразило. Вот меня поразила какая-то вещь. Вот, то есть я хочу передать то настроение, то состояние, которое я испытал в этот момент. И мне кажется, это будет созвучно кому-то. Что меня поразило в нем, да, я не думал, что вот, имея образование там прикладное, он так будет работать в танковом искусстве. Он, когда приезжаем на этюды куда-то, да, мы выходим там
ну, буквально недалеко, там, от Минска где-то отъезжаем, и он видит, выходим, и он сразу говорит: ой, как мне нравится все, как хорошо. Я говорю: ну, давай посмотрим, может быть, еще где-нибудь что-нибудь поищем. А мне здесь нравится. А потом отойдем 5 метров. Ой, и здесь замечательно. И там, и все красиво, все красиво. Я думал, что он видит. Бывает. Я не вижу, потому что я вижу там свой какой-то пейзаж. Для меня важна какая-то драматургия, что-то такое, что-то, какой-то спектакль был проходил. А он видит вот этот воздух, это пространство какое-то. И вот его оно там увлекает. Один раз ты сразу, все, сразу. Другой раз ты ходишь, мучаешься, вытаптываешь что-то. И через полчаса приходишь на это же старое место, которое ты первый раз захотел, и возвращаешься. И это все зависит от твоего состояния внутреннего и, мне кажется, внутренней подготовки. Вот ты готовишься. А бывает, ты готов сразу. И ты раз, готов, и ты сделал А бывает, тебе надо еще подготовиться, тебе еще надо собрать себя, как-то концентрировать чуть-чуть там. Вот такие истории. Ты как собака. Посмотришь, как нюхаешь, раз, вот это буду. Это нельзя вычислить. Бывает и пенек один понравится, а бывает понравится бесконечное «да». Я не знаю, то есть вот как все зависит от твоего внутреннего состояния. И ты не ищешь, допустим, какие-то проходные сюжетики. Вот этот вот сюжетик пойдет, будет на продаже хорошо, или вот это. Нет, абсолютно. Я так поступаю. У меня что-то появилось в голове. И сами понимаете, что разное состояние у человека. Один раз у него такое философское, другой у него такое деловое. На самом деле пейзаж, он вообще насколько... Можно уткнуться носом в землю и писать. Можно уткнуться... Это не важно. То есть главное, что ты хочешь сказать этим. Кому ты хочешь сказать. И хочешь ли найти какое-то поделиться этим. Это очень много факторов, которые влияют на тебя. И они являются толчком и движением к этой работе. Потому что это достаточно неблагодарный труд. Да, на самом деле. И дорогой, то, что на самом деле. Но если есть какие-то другие заработки, слава богу, то можно не идти на поводу какой-то публики, а быть самим собой. Пусть скромным, но самим собой. У меня была выставка, и там «Аромат времени», там было пейзажи, допустим, если начать, то Польша, Литва, Белоруссия, Россия, Чехия. То есть там, где я был, там я писал. И это как бы и меня и вдохновляет. Он вообще колорист. Редкое очень качество для художника, для пейзажиста. Колорит. А у него это есть. Я, бывает, подхожу к нему, когда пишем на этюдах, смотрю, думаю, как он берет эти отношения. Если бы я так мог. Мне не дано этого, я не вижу этого. А он прямо делает отношения такие тончайшие просто. Тончайшие какие-то. Эта вибрация какая-то, на уровне запаха все. Очень, очень здорово. Просто я завидую ему. Вы спрашиваете, художник, пейзажист, друг или нет. Здесь настолько широко все в этом жанре, что здесь очень много путей, дорожек разных. То есть ты можешь так делать, так, ты не пересекаешься. Это не то, что ты пейзаж, березку рисуешь, и он березку, и будет березка у всех, да? Там будет совершенно другое. Кто-то будет именно пространство решать какую-то среду, кто-то будет образ какой-то искать в этом, портрет, дерево. То есть абсолютно разные подходы могут быть. Когда надо ремонтировать машину, а хочется писать, ты ремонтируешь машину и не пишешь, а потом это же желание забывается. Конечно, бывает. У каждого человека есть состояние взлета и состояние падения, депрессии даже какой-то. И ты знаешь, что она должна пройти, и придет оно вдохновение, какое-то прекрасное настроение, прекрасное очарование жизнью. Он даже какую-то пессимистическую достаточно сторону может преподнести достаточно весело и задорно, так скажем, да. То есть мне очень нравится его легкость восприятия, легкость отношения к каким-то жизненным ситуациям. Я никогда не слышала от этого человека каких-то таких жалоб глобальных, да, что вы даже в моменты, когда
и дела могли не очень хорошо идти. Не было вот этого негатива, да, когда все плохо, и человек ищет виноватых обязательно в этом во всем. Нет, никогда за все время. Я люблю такую фразу. Когда ремесло переходит в искусство. Вот высочайшее ремесло. Ты начинаешь достигать какого-то высокого ремесла, и оно начинает переходить в искусство. Ты сам даже не понимаешь, как оно переходит. Ты начинаешь лететь или не лететь. Ты начинаешь парить над землей, выше, не знаю как, но это ты начинаешь, ты не чувствуешь материального мира, ты начинаешь жить в духовном. И для меня все работают так. В большей или меньшей степени я парил или летел, или падал быстро очень, не поднимаю. Ну, то есть, все, для меня каждая работа я делаю, пытался делать ее искренне. То есть, даже не пытался, не делая искренне, я бы не получал удовольствия. А не получая удовольствия, я бы не занимался этим делом. Я вот так, это все вместе. Я люблю раннюю весну. И даже раннюю зиму. Ранняя, поздняя осень, ранняя зима и ранняя весна. Все говорят, как это грустно, боже мой, как это все так. Как хорошо, когда яркие цветы. А для меня бывают яркие цветы грустные и нелепые. Представляете, вот что странно. И мне любая гора интересна. Любая. Любой пригорок мне интересен, что он вызывает уже линия, разбивает прямую линию горизонта. Хотя и чистая линия горизонта тоже красиво. Разные вещи. Разные вещи, которые человека трогают. Олег Иванович, он так стал для нас такой семьей. Я в их семью как-то так особенно вошла, я их очень люблю. И правда, как бы наши взаимоотношения, они уже перешли в тот разряд какой-то близости родственной, семейной. Последняя моя жена, мы с ней живем, так сказать, и работаем вместе, и ездим вместе. И она занимается шитьем и росписью, а я занимаюсь живописью, и веду как начальник этого дела. Как ни странно, во-первых, это сближает, во-вторых, в каких-то вопросах, допустим, в главных направлениях я начальник, в каких-то мелких я отдаю полностью, доверяю жене. Она со мной советуется много. И я себе говорю, как тебе, нравится? Она говорит, что-то не очень. И так и мне начинает, классно, подаришь мне эту работу, она говорит. Я говорю, и мне тоже говорят, нет, не подарю. С точки зрения, конечно же, качество исполнения, безусловно, у него всегда такие, были завышены, так сказать, требования, да, безусловно, нужно было исполнять все очень хорошо и качественно, но в целом взаимоотношения именно такого рода рабочего, они очень были такие доброжелательные, и если даже происходили какие-то недочеты в работе, это, безусловно, не сопровождалось какими-то там истериками, излияниями, что-то в этом роде. Нет, все очень лояльно, все очень по-доброму, и поэтому действительно не было таких взаимоотношений, как начальники рабочие. Это все очень душевно, очень по-семейному, я бы так сказала. Может, конечно, наорать по поводу, но тут же отходит. Люди не успевают на него обидеться, на этот выплеск энергии. Счастливые минуты разные. Они бывают очень широкими, они бывают одуревающими, они бывают простыми и добрыми. Какие минуты счастья? Минуты познания. В детстве я был, когда узнал, что, оказывается, у деревьев в тени, для меня это открылось. Я был страшно счастлив. Я считал, что я уже художник, понимаете? Но потом понял, что, оказывается, нет. Допустим, 20 лет назад я ехал, шел, давно не был на море, и это была Белгород-90, под Одессой. Какой-то лес, какие-то акация, потом я выхожу на берег, и тут вечер, и такой у меня резко море, обрыв. Я был так счастлив, у меня ноги подкашивали от счастья. Я был счастлив, когда любил женщин. Я тоже счастлив. Как это мой? И счастье, оно разное. Это тяжелый труд, тяжелая профессия, минуты счастья, они равны минутам несчастья. Представляете, уровень счастья, высоты равен примерно
падение, несчастье. Знаете, чем выше твое несчастье и счастье, тем вот они по глубине должны быть одинаковыми.